أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Амма бад, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху, дорогие братья, дорогие сестры. Ислам, как мы все знаем, это рациональная религия. Во всем Коране имам Сануси, рахмаллаху та'аля, говорит, есть более 700 аятов, стихов Корана, где Всевышний нас побуждает, чтобы мы размышляли. Я даже одну интересную историю расскажу. Это видеоролик есть такой долгий, 16 минут. Австралиец рассказывает, как он пришел в ислам. Я просто вкратце перескажу и в конце самую суть истории. Он рассказывает, я изучал все, что можно изучить. Все те, кто претендовали, что они поклоняются кому-то, чему-то. И в итоге все, кроме ислама. Потом друг, который знал, говорит, про мои поиски, меня спросил, а ты ислам изучал? Он говорит, да нет, зачем, это же террористы, зачем они их изучать? То есть вот этот образ, который сегодня средства массовой информации, образ, который нарисовали, и у людей какие-то стереотипы уже сложились. Он говорит, зачем? Но, говорит, после этого я заинтересовался, я начал уже, пошел в мечеть, пообщался с носителями религии, вопросы позадавал. Меня что зацепило, говорит, они от себя не отвечали, они говорили в Коране, вот так сказано, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вот так говорил. И я взял у них Коран, и однажды долго размышляя, однажды поздно ночью, я поставил на стол, в общем, Коран, выключил свет в полной темноте, я уже обращаясь к Господу, говорит, я сказал, вот он, Господь, я перед тобой сейчас, и у тебя есть сейчас возможность, чтобы я в тебя уверовал. Ну, он так, еще уже в поисках. И таком ключе он начал разговор вести со Всевышним. И он говорит, о Господь, покажи мне хоть один знак. Пусть сейчас в стекло птичка врежется там. Там, я не знаю, во дворе машина заведется. Пол дома обрушится. Ну, какой-нибудь знак покажи мне, Господь. Я, говорю, так сижу и жду. Ничего не произошло. Потом я, говорит, свет включил и сказал, говорит, ладно, забудь про половину обрушенный дом, но вот что-нибудь, знак дай, говорит, хотя бы. Тишина. Таким глубоким, выдохнувшись, он сел за стол, открывает Коран. Из всей книги первые слова, которые он именно открыл то место, были слова Всевышнего, где говорится, те, которые просят у нас свидетельства и доказательства, разве мы не показали вам достаточно? Посмотрите на небеса, земли, как это все устроено. Разве в этом нету знаки для людей разумеющих? То есть, он попал в тот аят, он говорит, в это время у меня дрожь по телу пошло, и я понял, что я, как эгоист, хотел каких-то особых знаков, когда как знаки были кругом и везде. Посмотрите, на самом деле, дорогие братья и сестры, мы бываем, например, увидели облаками Аллах написано, вау, видите там и так далее. А что тут такого удивительного? Мы должны удивляться, восхищаться могуществом Всевышнего Создателя, когда смотрим на этот хрупкий наш мир, который идеально в таких гигантских масштабах, так идеально, аккуратно все Аллаху Та'аля просчитал. Есть такая книга, сэр Мартин Рис написал 6 чисел, формирующие Вселенную. Он говорит в этой книге, что нам говорит, они же как, чтобы Всевышнего Создателя не признавать сегодня многие люди, которые себя относят к науке, говорят, нам повезло, что даже большой взрыв, который 13,5 миллиарда лет назад произошел, даже там пропорции, размеры, взрыв, даже тот взрыв, который ученые подразумевают, даже там было все просчитано, все. Малейшая вариация каких-либо констант, жизнь на Земле невозможна. Теперь взрыв происходит каким-то образом, образуется Солнечная система, Солнце и наша Земля. Размер, расстояние Солнца и Земли настолько четко рассчитано, что жидкость в жидком виде возможна. Нил Деграсс Тайсон в своей книге «Астрофизика» пишет, наша Земля находится на поясе Златовласки. Это та идеальная зона, где только здесь жизнь возможна. Нам, говорит, повезло. У нас есть спутник Луна, без которого
Если Луна была бы ближе к Земле или же дальше, из-за приливов и отливов, на Земле жизнь была бы невозможной. Наша Земля наклонена под определенным градусом, 23 градусов. Если бы не этот наклон, на Земле жизнь была бы невозможной, говорят ученые. Нам, даже в нашей Солнечной системе, даже в нашей галактике Млечный Путь, местоположение от 30 тысяч световых лет, идеально, говорят, нам повезло. В другом месте жизнь на Земле не было бы возможной. Все по законам математики и чисел мы вообще не должны были бы существовать сегодня. Но могущество Всевышнего Аллаха, мы, альхамдулиллах, мы сегодня живем. И Аллаху Та'аля во всем Коране аяте читая, если вы проанализируем, «Халяка лякум, джа'аля лякум, анша'a лякум», сделал для вас, сотворил для вас. Изучая с точки зрения даже физики, астрофизики, не имеет значения, если мы изучим, мы смотрим, жизнь идеально создана для жизни, для человека. Атмосферное давление идеально. Без атмосферного давления жизнь невозможна. Пропорции кислорода настолько просчитаны, что даже на 1-2% кислорода, если в нашей атмосфере было бы больше, воспламенялись бы даже зеленые растения. Все идеально, просчитано. И после этого человек пытается отрицать определенные, очевидные вещи. Он хочет какие-то дополнительные ему знаки. И Всевышний побуждает нас. Сотворение небес и земли, смене дня и ночи, знамения для людей размышляющих, Всевышний говорит. И побуждает нас, говорит, неужели вы не размышляете? «Вафи анфусикум афаля тубсирун». Вас самих же знамения, неужели вы не размышляете, Всевышний говорит. Посмотрите, это же целый ходячий завод, не один завод, с сотнями заводами внутри, этими внутренними органами. Маленькая почка, которая, чтобы заменить ее, 100-килограммовый аппарат гемодиализа сегодня придумали, и то очищает на какой-то процент. От Аллаха нам досталось это. Кровеносные сосуды, которые, если растянуть, все вытащить, 2 раза можно весь мир обойти. Все идеально, все просчитано, все четко. Аллах говорит, теперь для чего мы на этой земле? Вот 3 вопроса, которые беспокоили умы всего человечества всегда и во все времена. Откуда я, зачем я на этой земле и куда я иду после смерти? Теперь, представьте себе, Аллах говорит в Коране, здесь на сцене звучали аяты, Аллах говорил, «Инни джа'алю фил арды халифа». Я сотворю на земле наместника. Но Аллах сотворил его в раю, потом на землю пустил. В чем хикма, в чем мудрость? Один из мудростей, в нашей крови, нашей плоти, нашей ДНК пропитана райская. Наш прадед уже был в раю, в рай видел. И вот это вечный поиск человека, который задается вопросом, откуда я, зачем я, куда я, это отголоски всего того после райского, которые остались. Почему в этом мире человек хочет всю жизнь за мирским гониться? Он хочет все богатство этого мира и мировой запас вообще всех денег 80 триллион долларов. Если даже человеку взять, вот тебе 80 триллион долларов, он стоп не скажет никогда. Аллах говорит, если я тебе дам все имущество этого мира, то ты обязательно пожелаешь еще столько же. Не насытится твоя утроба, кроме как землей. Почему? Потому что вот это тот голод, который удовлетворяется только в раю. На этой земле человек удовлетворения никогда не найдет. Поэтому ему не хватает. Ведь всю землю он держит как шахматами по всему миру. Войнушку он играет. Ему мало, он теперь Марс сметится. Он хочет Марс там захватить уже. Вот так инсан, человек ненасытный. Здесь, для чего мы на этой земле? Я однажды так думал над могуществом Всевышнего Создателя. К одним мыслям пришел, поделюсь с вами. На земле 8 миллиардов человек. И Всевышний Аллах каждому дал выбор. И представляете, 8 миллиардов человек, от которого ты никогда не знаешь, что можно сегодня от него ожидать, с полным его, у него свои какие-то тараканы в голове у каждого человека, 8 миллиардов жителей Земли. Но в совокупности они идут по той схеме, которую Всевышний строго, который сделал. За рамки этого никто не выходит, хотя 8 миллиардов, и каждый уникален и по-своему рассуждая, человек идет по определенному этим лекалам уже двигается.
Это удивительно. Поэтому на таких вещах мы должны размышлять. Теперь для чего же мы на этой земле? Что, как? Для этого, дорогие братья и сестры, вот у меня есть телефон. Как этим телефоном пользоваться? Соответственно, мы узнаем из инструкции. Если мы будем использовать этот телефон согласно инструкции, гарантия того, что он долго прослужит, увеличивается шансы. Теперь у человека тоже есть инструкция. Мы знаем, Стив Джобс в свое время к нам сюда в Уфу не приезжал свои айфоны продавать. Это делали дилеры. И Всевышний Создатель инструкцию человека, который сотворил человека как создатель, кто знает, телефон уже инструкцию слесарь, сантехник же не пишет, пишет производитель. Всевышний отправлял своих пророков и посланников для того, чтобы вот эту инструкцию довести. От Адама, алейхиссалам, начиная, Авраам, Исхак, Иосиф, Юсуф, алейхиссалам, Муса, Моисей, Иса, Иисус, пророк Мухаммад, печать всех пророков. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, все пророки, братья, и религия у них одна. В том плане, что все призывали поклоняться одному единственному Богу, который сотворил всю эту землю. И эти инструкции давались в зависимости от времени и обстоятельств каждому своей инструкции. Моисею, алейхиссалам, была дана Тора. Это речь Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, которая была дана Мусе, алейхиссалам, в его время. Пришел Иса, алейхиссалам, ему была дана инструкция Инджиля и Евангелия. На тот момент в этой местности необходимая инструкция от Всевышнего, речь Аллаха. Потом последний пророк, печать всех пророков, пророк Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, пришел с инструкцией, которая называется Коран, где четко все зарегламентировано, как себя вести, что нужно делать, что такое добро и что такое зло. Потому что, не дай Аллах, альхамдулилля, по милости Аллаха, если бы Аллах нам не рассказал бы, что такое добро, что такое зло, мы бы такой хаос здесь в этом мире учинили бы, потому что каждый бы подгонял под свои страсти, что такое добро и зло. Добро и зло это понятие, это субъективное. Нету конкретно. Человек говорит, пить плохо. Конечно плохо. Один говорит, другой говорит, а что тут плохого? И вот так не было бы конкретных границ. Всевышний установил вот эти границы четко, дозволенным и недозволенным. У Достоевского есть такие слова, разум подлец оправдает все, что угодно. Мне что-то нравится, я бы посчитал бы это нормальным и хорошим. Сегодня на Запад посмотрите. Даже мне стыдно сейчас здесь озвучивать. Если бы я спросил бы, какое ваше отношение, если даже вы абстрагируетесь от религии, вот как бы вы считали, однополые браки это хорошо или плохо? Мы, исходя из своей ментальности даже, которая отчасти, по большей части сформирована из-за религиозного влияния, мы бы сказали, это абсурд, это аморально, это глупости. Но там же тоже такие же люди живут. Они тоже претендуют на какое-то осознание, какой-то разум. Что с ними не так? Поэтому нас, как один из французских философов сказал, воспитывают люди и вещи. Те вещи, которые их там воспитывают, там другая, такая создана. У нас благо чуть таким религиозным контекстом. Если мы за религию сегодня не будем держаться, за инструкцию божественную не будем держаться, получится, что мы потеряем и эту мирскую жизнь, и в жизни вечной после смерти нам ничего не видать. Возвращение в тот дом, откуда Адам пришел, алейхиссалату вассалям, нам не видать. Вот эта тяга внутри, она заложена в каждом, тяга к раю. Поэтому задается человеку вопрос. По большей части в старости лет начинают этим задаваться. Почему? Потому что вот эта фитра, которая заложена в человеке, она закрыта пеленой. Пелена это долгие чаяния. Я хочу закончить вуз, я хочу жениться, построить дом, заработать. Вот это стенами, преградой закрыто. Чтобы вот это, пока если ты молодой разрушить хочешь, есть одна таблетка. Это вспомнить о смерти. Мысли о смерти, имам Газали пишет, помогает тушить огонь честолюбия и страстей. Но о смерти мы думать боимся. Мы как страусы в землю голову засунули и думаем, мы если о смерти не думаем, смерть нас не видит. Поэтому смерть один день за нами придет. Просто как мы подготовимся, дорогие братья и сестры, к встрече со Всевышним Аллахом, что мы подготовили, вот каким вопросом мы должны задаваться. Теперь вот эти пелену, вот эту разрушает. Вот лечу я, допустим, в самолете. Я часто попадал в такие самолеты, когда интересные виражи самолет начинал делать. Ну, я шахада читал, соответственно, другие кто-то плакал, что-то делали. И понимаешь, тот план, который ты строил, 20-30 лет же у нас бывает вперед план. Вот сейчас я выйду отсюда, у меня может машина сбить насмерть и я умру. Но
все, моя жизнь вот здесь прерывается. Но мои планы не прерываются еще 40 лет. Поэтому мы не задаемся этими вопросами. Теперь, когда самолет начинает определенные вещи творить, человек, который буквально 2 минуты назад говорил, что этот мир сам по себе образовался, хотя если поговорить с ним, покажи хоть одну вещь в мире, что само по себе происходит, он ответить не может. Пусть даже и против логики идет, пусть даже вот эта сказка была, лягушка царевна, в детстве мы смотрели, лягушка в человека превращается, просто сейчас в этой сказке обезьяна превращается в человека. Он вот это будет транслировать, вот это будет говорить, и только когда начинает самолет определенные вещи делать, о Господи, помоги мне, начинает кричать. Твоя фитра, которая заложена была, все, стены разрушены. Почему старость лет все начинают ходить? Старых людей, вот этих преград, планов, уже все, планы закончились. Теперь начинаются задавать фундаментальными вопросами, что я здесь делаю, как это жизнь, и так далее, задаваться этими вопросами. Поэтому пока не поздно, дорогие братья и сестры, давайте будем прибегать к инструкции, божественной инструкции, где Всевышний сказал, что есть хорошо, что есть плохо. А не так слушать каждого, кто говорит, что хорошо, что плохо. У одного спросили, а что такое вообще зло? Он сказал, зло это когда соседние деревни нападают на нас, грабят и с трофеями возвращаются обратно. А что такое добро, спросили его. Он сказал, добро это когда мы нападаем на соседнюю деревню и с трофеями возвращаемся обратно. То есть вот такая вещь получается у нас добром и злом. Если людей слушать, с 8 миллиардов людей, со своими тараканами, у каждого представление свое. Нет, есть четко, не убей, не прелюбодействуй. Есть закон божественный, который Всевышний установил для гармонии и порядка, который четко, и как говорил Блес Паскаль, в мире существует очень много света для того, кто хочет видеть, и достаточно тьмы для того, кто не хочет видеть. Поэтому это образ пророка, алейхиссалату вассалям, олицетворял полностью вот те нравы, которые мы должны воплощать в себе. Вот Зулайха любила Юсуфа, алейхиссалам, пророк Юсуфа, алейхиссалам. Пророк Юсуфу была дана красота половины человечества. Когда придворные женщины, узнав, что жена такого уважаемого, там, чуть не первое лицо после правительства там, в Египте в тех времен, как она, такая женщина, могла себе позволить, а Юсуф, пророк Юсуф был в рабстве, как она может вот так за рабом идти, женщины начинали слух пускать. Она собрала этих женщин, они же не видели красоту Юсуфа. Она всех этих женщин собрала, дала им в руки фрукт, чтобы они кожуру снимали. И как только они начали, женщины, кожуру снимать, Юсуфу сказала, теперь пройдись перед ними. Юсуф, алейхиссалам, когда появился перед ними, плененный его красотой, удивленные, некоторые сказали, это ангел. Некоторые сказали, да, сознание даже от красоты потеряли, говорят, руки порезали они, и боль, которой они резали свои руки, кровоточили, они не поняли даже, что они себе руки режут, от того, что были восхищены его любовью, его красотой, Юсуфом, алейхиссалам. Рассказывая эту историю, Аиша, радийаллаху анха, супруга пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она говорила, если бы они видели бы пророка моего Мухаммада, если бы они видели бы, они бы свои сердца резали бы и не почувствовали бы. На самом деле, дорогие братья и сестры, про пророка, алейхиссалату вассалям, когда рассказываешь, просто обидно бывает, вот я за себя говорю, что я не могу полностью просто передать приблизительно хотя бы, какой величайший нрав был у пророка, алейхиссалату вассалям. Но вы представьте себе, против ислама во все времена велись информационная война. Это уже данность, это принять надо. То есть то, что мусульмане там террористы, маленьких детей едят и так далее, это уже изъеденная тема, это все уже, всегда это было. Теперь язычники, которые в Мекке жили, они видели, что пророком Мухаммада, алейхиссалам, люди, когда встречались, 5 минут поговорив с пророком Мухаммадом, алейхиссалам, они произносили такие слова: «Фидака би аби ва умми я Расуляллах». Пусть моя мать и отец будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха. То есть 5 минут поговорили, они так говорят. И они, язычники Мекки, они не понимали, что происходит, что он с ними делает. И они начали придумывать всякие вещи, какую информационную войну развернули против пророка, чтобы они даже близко с ним в контакт не вошли. Сегодня тоже делают такое, чтобы с исламом в контакт, не дай Бог, чтобы не прошли. Это опасные люди, они террористы и так далее. Такой стереотип, страшный образ мусульман нарисовали. В этом виноваты и мы с вами. В наших деяниях видят образ пророка, дорогие братья и сестры. Ты же говоришь, что ты любишь пророка. А почему твой нрав не соответствует его образу?
То есть вот это вот такая большая ответственность на каждом из нас лежит, чтобы те люди, которые здесь выйдя отсюда на улицу, с теми людьми, которыми мы контактируем, сталкиваемся, они на нас смотрят как на образ пророка. И картина не совсем лицеприятная, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что несколько лет назад карикатуру сделали на пророка, алейхиссалам. Я говорю, вот эта карикатура не на пророка сделана. Это сделано на тот образ ислама, который мы с вами проповедуем. Вот это карикатура. Потому что они пророка не видели. И, к сожалению, мы не можем своими действиями, поступками ознакомить их с пророком. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, хотя бы в этот месяц, Рабиль Ауал, возьмем какую-нибудь книгу о пророке, алейхиссалату вассалям, со своей семьей дома полчаса выделить, читать про его жизнь, про его биографию. То есть о пророке, если мы не знаем, мы не можем за ним следовать. Надо же сначала изучить, как себя пророк, алейхиссалам, в тех или иных ситуациях вел. То есть, когда мы будем изучать, читать, это первые шаги к тому, чтобы мы следовали за пророком, алейхиссалам.